Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і мы як звычайна, правда, сёння трошку ў іншы час і дзень, але тым не менш звычайная наша штотыднёвая аналітычная праграма з нашай эксперткай па міжнароднай палітыцы, кандыдаткай гістарычных навук Розай Турарбекавай. Добрый дзень, спадарня Роза. Добрый день, Змитер. Спадарня Роза, давайте, можа быть, мы з вами пачнем с сітуацыі, якая здарылася сёння ў Мінску. Я маю на увазе збіты дрон. Вось буквально учора размаўлялі пра тое заўчора, што там адбывалася у Літве, над якой прыляцеў нібыта дрон, я кажу зараз нібыта, тому что выступіў камандуючы узброеных сілаў Літвы і сказаў, што у прынцыпе трэба нешта разабрацца. Ёсць такія падазрэнні, што гэта былі нейкая такая маніпуляцыя інфармацыйнай прасторы, што дрона насамрэч не было, а у соцсетках публікавалі відэо, знятае ва ўкраіне. Але тым не менш, дрон у Беларусі ўсё ж таки быў, ёсць фото, больш за тое, ёсць афіцыйнае пацверджанне з боку Міністэрства абароны Беларусі. Як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? Ці азначае гэта, што как бы вот это хвалёнае мірнае неба беларускае, яму ўжо ўсё, про яго ўжо так горда разважаць не атрымліваецца? Ну, вось такое развіццё войны зараз і інтэнсіфікацыя военных дзеянняў на фронте в Украине, яно адбываецца не толькі на Украине, я маю на увазе саму войну і фронт, гэтак далей, на России. Як вы ведаеце, што в России таксама зачыняюць аэропорты, не вылетают самолеты и гэтак далей. И эта ситуация, яна таксама характэрна і для, напрыклад, Казахстана. Вось там таксама фіксавалі залёты гэтых дронаў. І вось для Беларусі гэта не навіна. Мы з вами ўжо амаль што больш года абмяркоўваем гэту сітуацыю з дронамі, якія з'яўляюцца ў небе над Беларусю. І апошнія прыклады з перасячэннем мяжы з Літвой, яны вельмі насцярожваюць, я маю на увазе літоўскія ўлады. І я так зразумела, што Кремль зараз эскалирует ситуацию. Вот гэта эскалацыя, яна павінна зрабіць некую увагу і сфокусаваць еўрапейскія краіны і таксама увагу з боку Злучаных Штатаў на восточныя на усходнюю мяжу НАТО. І гэта з майго пункту гледжання з'яўляецца стратэгіяй. То есть мається на увазі стратегія такого переключения уваги з України на країни Балтії і Польщу с таким разликом, как не давать больше узброения на нужды Украины и как актуализовать узброение и узмацнение позиции в краінах Балтии и Польши. И как гэтыя краіны не стали б делиться, да, узброением с Украиной, и нават как Германия и іншыя сябры Североатлантычнага, Паўночна-Атлантычнага альянса, яны таксама больш абмяркоўвалі сітуацыю з бяспекай краін НАТО, а не толькі Украины. Вось, ну і я так зразумела, што гэтыя правакацыі, якія зараз адбываюцца, яны таксама укладаюцца ў гэты стратэгічны план. І апошні такі крок будзе вучэння Захад-2025. Мы паглядзім, што будзе суправаджаць, якія будуць у гэтым сэнсе правакацыі.
И с моего пункту гледжання это такая стратегія з боку Кремля. І ў гэтай стратэгіі Лукашенко і Беларусі як бы адводзіцца такая вось пэўная роль. Тое, што гэта не імкненне з боку Мінска, я маю на ўвазе пагаршэнне адносін з Літвой, я не той, каб упэўнена ў гэтым, но мне так падаецца, што гэта не ў інтарэсах Лукашэнкі. Ну што ён можа зрабіць, калі яго просяць сам Пуцін? Ось, і ў них такой ўзровень коаардынацыі паміж сілавымі структурамі, што Лукашенко не можа як бы тут паўплываць на сітуацыю кардынальна, каб змяніць сітуацыю кардынальна. Все, што і остаецца, апошні, што остаецца Лукашенко, это вось неяк там гасіць вось гэтыя правакацыі. І тое, што как это там, побочные жертвы, да, я даже не знаю, там, побочные потери, не знаю, как сказать по-белорусски это, побочные жертвы, побочными потерями могут стать белорусские граждане, белорусские гражданские объекты. Это та цена, которую может заплатить Беларуси белорусский режим, и они готовы, иначе бы в противном бы случае такое бы не прощалось бы и не, как это сказать, не пропускалось бы, потому что очевидно, в связи с чем появляются дроны на территории Беларуси и какого происхождения эти дроны. Вот. То есть это не украинские дроны. Вот при всем как бы желании пропаганды выдать черное за белое, это не украинские дроны, это российские дроны. Это шахеды или, как там их называют, герань, да, то, что сейчас собирают в России. Вот. Я не знаю, тот дрон, который БПЛА, который упал, там, Матусевича, на Матусевича, да, упал. Был ли он боевым, или он был там, как они там иногда запускают, да, пустые обманки, такие пустышки. Вот, но сам по себе, конечно, знак нехороший. Ну, а как себя должны чувствовать жители Каменной Горки в этой связи? Ну, и в целом Минска, когда БПЛА падает на улицу, которая находится в очень плотно заселенном жилом районе. Ну, ось тут акурат такі цікавы момант, і в прынцыпе пра гэта спакойна заяўляе Міністэрства обороны, даючы справаздачу, што вот дрон мы яго выявілі сістэмай рэп, збілі, указваюць адрес. Ну і як звычайна, калі дрон ляціць, то ён жа ж паводле афіцыйных версій залятае з тэрыторыі Украіны. Вот атрымліваецца, што гэты дрон, ну чыста тэарэтычна, таксама заляцеў з тэрыторыі Украіны, праляцеў палову Беларусі, даляцеў да Мінска, кіруецца ў бок Дроздоў. І тут яны... Прилетел весь Минск. Да, прыляцеў весь Мінск, ідзе ў бок Дроздоў. Он летел с юга. І тут яны разумеюць, што ён ляціць у бок Дроздоў. І тут ужо не важна, тут ва ўсіх стала страшна, што там наперадзе ёсць, калі паглядзець мапу Мінска, там табе і Мінск-арэна з вялікімі пустымі пляцоўкамі, там табе і іншыя там месцы, дзе поле, але дзе змаглі, там і улупілі, потому что он же ж ляціць у бок Дроздоў, а там же ж вот дед, которого нельзя не только злаваць, але і хваляваць. Давайте лупіць. Ці, в прынцыпе, наадварот, вот, калі сыходзіць з таго, што вы сказалі, зрабілі гэта адмыслова у населеным вот, на Матусевіча, а не дзе-небудзь на пустыры, каб вот, даць знак грамадскасці. Не ведаю, потому что я не ведаю, якія здольнасці ёсць у беларускіх ПВА. Я не вельмі у гэтым эксперт, я не военный эксперт, но ўсё гэта з майго пункту гледжання з'яўляецца выклікам для дзяржавы, таму што гэта асноўная функцыя дзяржавы абараняць тэрыторыю, паветра і граждан, і грамадзян страны. А калі гэта вось такі выклік і ўсё, што могуць зрабіць вооруженные силы Республики Беларусь, это сбить дрон, который пролетел с территории Украины полстраны и почти весь город насквозь,
и сбить его на улице, которая находится не в центре уже, а на западе. Вот, если они еще и дали адрес Матусевича 72, да, по-моему, ну, надо посмотреть еще, вот, где это. Но Матусевича — это Каменная Горка, это ясно, да, огромный микрорайон на западе Минска. Вот, то тогда большой вопрос вообще, что это за держава такая, что это за государство такое, которое не выполняет свои базовые функции. Это же на самом деле унижение, вызов для Лукашенко. Ведь он же так гордится тем, что он миротворец, что он сделал все для того, чтобы не было войны на территории Беларуси. Вот. А что он может сделать со своими российскими этими самыми братьями? Ничего не может. Не может. Мы с вами это обсуждали, и это все в целом небезопасно. Но более того, Беларусь будет обвиняться, если с территории Беларуси залетают дроны, Беларусь будет обвиняться в агрессии в отношении Литвы. А как Литва еще должна реагировать на это, когда, извините, до Вильнюса всего ничего, и слышали вроде как в Вильнюсе, это не первый случай, но неизвестно в данном случае, был ли дрон, а был ли мальчик. Но это уже не важно. Важен факт того, что об этом говорят, и уже был один кейс. Конечно, все это похоже и на провокацию, и на запугивание, и на вот то, о чем я говорила, отвлечение внимания, переключение внимания НАТО на восточные рубежи, на сосредоточение, оттягивание ресурсов для защиты стран-членов НАТО, в первую очередь стран Балтии и Польши, а соответственно уменьшение помощи Украине. Вот, то есть это понятно, что со стратегической точки зрения, но все это в целом ставит вопрос о базовой функции государства. Если государство, мы же с вами учили по учебникам, да, в первую очередь, это что? Территория. Если государство не может защитить свою территорию от атак, вопрос следующий. Что это за государство такое? Почему оно не выполняет свою основную функцию? Причем понятно, что эти дроны летят не с Украины, они летят с России. Или они летят, как это сказать, через Украину в Беларусь, я уже не знаю, как там. Пусть как бы те, кто отслеживает, если кто-то отслеживает, если вообще это возможно. Ну вот, до речі, я вибачаюся, що я вибачаюся, што пераб'ю. Справа ў тым, што адсочваюць маніторынгавыя адмысловыя каналы, і вось адмысловыя маніторынгавыя каналы украінскія не пішуць, што не зафіксавалі залётаў у Беларусь ні праз Гомельскую, ні праз Брэсцкую область расійскіх БПЛА, нягледзячы на тое, што паветраная атака на Украіну пачалася каля 21:00 учорашняга вечара, і дроны курсировали усю ноч. Але вот паводле гэтых, якія яны адсочваюць все траекторыі, это ўсё можна рабіць, маніторынгавыя службы, ні аднаго не заляцела. Вот застаецца загадачным, што ж это, адкуль ён узяўся і з якой мэтай куды ляцеў. Да. Да. Тут, дарэчы, вось яшчэ задаюць такое, ну ці адзначаюць цікавае супадзенне, што дрон упаў акурат перад важнай сустрэчай Пуціна і Лукашэнкі. Именно, точно. Вот так, ладно. Да. Дарэчы, калі... Такой... намёк, але каму? Ну, кому? Где упал, тому и намёк. А можа это самі яны тут что-нибудь там напридумывали, каб потым побег этих вот к Путину и начал что-нибудь там рассказывать. Да, претензии там, или плакаться, или денег просить. Смотри, падают, дай денег, чтобы сбивать. Такой очень рискованный будет прием, если уж додуматься до такого. Но с Литвой я не думаю, что они, как это сказать, заинтересованы в этом. Потому что в целом, ну, учитывая особенно то, что Лукашенко настоял на переносе учений, да, в клуб страны, я думаю, что в целом они не заинтересованы в том, чтобы становиться ареной такого, так сказать, возможного конфликта. А то, что Беларусь именно может стать ареной, это, ну, вот это просто постоянный намек идет на это со всех сторон.
Литва реагирует так, как она должна реагировать, потому что нарушено было воздушное пространство Литвы, но я имею в виду предыдущий случай, я не имею в виду этот случай. С этим случаем действительно надо разбираться. Неизвестно, что там было ли, не было ли. И я не могу подтвердить, меня в Вильнюсе не было. Вот, летел ли, пролетал ли мимо. Вот, ну, как бы, да, это... Вот, дарэчы, канспіролагі скажуць, дрон пролетаў, а Розы Турарбекавай в гэты час у Вільні не было. Супадзення? Совпадение, конечно, совпадение. Спадарня Роза, калі ўжо ўзгадалі вось будучую сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным, ну как бы звычайная, яны ж вот, ну кому там, з кім ім там асабліва сустракацца, ну апроч якіх-нибудь заезжых лідараў з Афрыкі, ці да нечага сапраўды рыхтуюцца? Так, яны павінны рыхтавацца, таму што у іх вельмі шмат нерешенных таких вопросов, як з боку Лукашенка, так і з боку Путіна. Што цікавіць Лукашенка? Лукашенка, як заўсёды, цікавіць стварэнне энергетычнай прасторы. Его интерес у танных газе і нафте, а таксама у тым, як будет адчыняць российский рынок для белорусских товаров. И та конкуренция, которая сейчас наблюдается на российском рынке между белорусскими товарами, я так понимаю, китайскими и всеми остальными, и очевидно, что Беларусь проигрывает. Даже несмотря на то, что мы находимся в едином экономическом пространстве под названием Евразийский экономический союз, про который вспоминают только тогда, когда встречаются президенты, по-моему, больше никто не вспоминает про него. Вот. Это со стороны Лукашенко. Как всегда, материальные интересы. Вот. Ну и плюс про то, что пишут сейчас медиа, о том, что он просит финансы на закрытие финансовых каких-то там недочетов и недостач в бюджете. Вот. Пусть об этом говорят экономисты, специалисты по бюджету, там, те, кто отслеживает эту ситуацию. Я вот то, что по союзному государству вижу, это в первую очередь это карта, связанная с созданием единого энергетического пространства. Оно с мертвой точки не сдвигается, там ничего не создается. Периодически подписываются контракты, выгодные для Лукашенко, но на только срок определенный, да, там на год, на 2, последний был выгодный на 3. Но это был результат как бы вторжения с территории Беларуси в Украину. Путина интересует следующий этап интеграции. Политический. Вот. Они начали второй этап интеграции в 2023 году. Значит, рассчитан он на 2 года. 23-24, нет, в 24 году они начали все-таки, 24-25, значит, к 26 году они должны разработать план 3-го этапа интеграции. И вот сейчас я думаю, что Путин будет, как это сказать, обрабатывать Лукашенко на гэты конт. Ну і вы же видели апошняя навіна вось у рамках этой союзной державы на тему вот про выборы, да, участие в местных выборах. Так вот это пробный шар. Вот я думаю, что они хотят это дальше развивать. Плюс вот это вот соглашение между Единой Россией и Белой Русью, да, было подписано, как вы знаете. Вот пока все это носит такой очень ритуализированный, почти что, как считается, пустой характер, я не считаю это ритуализированным, я считаю, что это угроза. Вот, и русские готовятся к тому, чтобы Беларусь даже не присоединить, я бы сказала так, втянуть вот так буквально, да, в себя, путем вот такого разных шагов. И вот для Путина, мне кажется, это будет задача первая на встрече, начать обрабатывать Лукашенко, разрабатывать 3-й план 3-го этапа интеграции, который должен начаться, я сейчас вот точно не могу вспомнить, по-моему, он должен начаться либо в 27 году, либо в 28-м, по-моему, в 27 году. А значит, этот план должен быть готов за 26 год.
Вот они в 26 году должны, по-моему, все-таки его разработать с тем, чтобы 27 год, по-моему, начать с третьего плана. Это то, о чем я говорила уже, наверное, не знаю, последние, наверное, 2-3 года, что вот третий план, который запланирован примерно на 27-28 годы, ну, как говорится, как пойдет, да, как там Лукашенко будет, насколько сговорчив. Но по плану должно было быть 27-й. Просто очень много чего недоделано было с первого плана, со второй план очень был такой сырой. Но Путин пушит буквально, толкает этот третий план интеграции, который будет политическим. А які сэнс, я выбачаюся, ну вот меняется ж постоянно ситуация, асабліва у звязку с войной. Вот які сэнс зараз інтэгравацца там ці паглыбляцца у палітычным сэнсе? Ладно, там эканоміка, там можна яшчэ патлумачыць, дзесьці з военной складнікам можна разобрацца, але палітычна з краінай, якая зараз чым далей, тым больш сварыцца з усім светам, і зараз невядома, чым кончыцца нават не вайна ва ўкраіне, а адносіны з ЗША. Вы для белорусской стороны? Да, конечно, для белорусской. Ну вот нават с прагматычнага пункту гледжання для Лукашенко. Так они же заложники своего же собственного курса. Они же заложники собственного курса. Они же, конечно, говорят о том, что они вынуждены так поступать в результате изоляции, да, которая началась в 2020 году. Ну, кто ж виноват, да, в этой изоляции? Ну уж точно там не кто-то там, не Тихановская, да. Ну вот, они сами виноваты. Трубку-то кто не поднимал? Тихановская, что ли? Трубку не поднимал Александр Григорьевич, когда звонили ему из Берлина и из Парижа. Вот, поэтому они заложники, они попали в эту ловушку, в этот капкан. Они из него не могут выбраться и признаться в том, что они в этой ловушке находятся, они тоже не могут. Но как бы вот отчаянные попытки вести переговоры в условиях, когда Лукашенко все время требует, но ничего не предлагает, и не предлагает никаких толком уступок, ну тоже мне уступка освобождения Сергея Тихановского. Уступка – это не уступка, это не политическая уступка, это так, это как-то там акт буквально, да, единственное действие. Вот. В таких условиях очень сложно. Но хотелось бы все-таки иметь поле для маневра. Вот. Но он же не может сказать Путину, а теперь мы не будем создавать союзное государство. Хотя он об этом сказал на Государственной Думе, на заседании Государственной Думы. Это было совместное заседание Госдумы и Верхней Палаты Совета Федерации. Он говорил о том, что мы не собираемся создавать единое там государство со всеми этими надструктурами там, и так далее и тому подобное. То есть поезд ушел, он очень достаточно нервно об этом говорил. А Путин говорил совершенно прямо противоположные вещи во время интервью. И все понятно, Лукашенко это там не хочет. Но он не может сказать, мы не будем создавать дальше союзное государство. Потому что у них есть это в планах. Потому что Кремль давит, он продает газ и нефть в обмен на уступки за счет суверенитета. Вот. Поэтому Лукашенко, у него поле для маневра очень узкое. И он в этом поле для маневра, вот как он не старается его расширять, оно расширяется совсем не так быстро, и не с такой скоростью, и не в таком масштабе, как ему бы хотелось. Но все это станет, как бы, за всем за этим стоит цена только одна. Это суверенитет белорусского государства. Давайте про поле для маневра, а лес вот на кірунку ЗША. Буквально заўчора часовы павераны ў справах Беларусі ў ЗША дыпламат лукашэнкаўскі пахваліўся, што нібыта добра працягваюцца адносіны, знайшлі агульную мову з ЗША, кажа, там і з палітыкамі, і з грамадзянскай супольнасцю і гэтак далей, там маўляў, там ідзе поўная супраца. Да, кажа, пакуль што размовы пра абмен пасламі не ідзе, але контакты знойдзены, контакты налажваюцца, контакты пашыраюцца. Ну, маўляў, усё вельмі добра. Усё добра ці не добра? Бо я калі гляжу прапаганду лукашэнкаўскую, там ужо такое адчуванне, што зараз Трамп будзе бегаць па беларускіх пад'ездах і гадзіць, как і ўсе папярэднія амерыканскія прэзідэнты. Не знаю, мне сложно оценить ситуацию со слов белорусской пропаганды.
Потому что если оценивать ситуацию со слов белорусской пропаганды, мы можем оказаться в очень неприятном положении. Вот, А калі са слов поэтому вось беларускага дыпламата? Насчет дипломатов есть там знаменитая давняя фраза, я точно не воспроизведу, что такое дипломатическая работа и зачем нужна дипломатия. Это в том числе и для того, чтобы врать во имя или во благо государства. Так что то же самое с дипломатами, надо быть тоже осторожнее. Выдавать желаемое за действительное — это тоже часть их работы. Они в этом смысле далеко от пропаганды не ушли. Но о чем может с чего мы можем говорить, там, по фактам мы можем говорить, да, факт встречи, факт контактов, факт постановки вопроса о восстановлении или частичном восстановлении отношений. Вот. Что мы из этого имеем? Мы из этого имеем только факт некоторых встреч, причем, ну, то, что нам с вами показывают, это одно, а что-то еще происходит за кулисами, это другое, но, видимо, на то другое согласия с американской стороны нет. Если есть неофициальные встречи, или, вернее, они официальные, но они закрытые или тайные, то на них нет разрешения показывать об их или рассказывать о них. Нет разрешения. Вот, поэтому пока фактов мало, свидетельствующих о том, что как там, что там развивается у нас. Что там у нас развивается? И даже громадянская супольность. Ну, это, конечно, вообще. Ну, факты на стол, карты на стол, пожалуйста. Сложно анализировать слова. Причем слова очень такие, из уст причем таких же. Ну і да, так шмат сказано і такое там как бы прыгожа, але по выніку потым сядзіш і думаешь, а что такое, это про что ж сказаў, как бы не асабліва зразумела. Але давайте трошечку далей, вось буквально ўсё ж таки учора заўчора атрымалася таксама скласці пагадненне паміж ЗША і Евросоюзом. Вот гэтыя гандлёвыя войны не адбыліся, пагадненне складзенае. Хтосьці кажа, што толькі на выгаду ЗША, хтосьці кажа, што і Евросоюзу таксама добра. Тым не менш, калі паглядзець палітычнага пункту гледжання, што гэта азначае? Зняццё напружання паміж ЗША і ЕС, налажванне нейкіх ужо канкрэтных там супрацы, ці можа яшчэ што, вот як вы ацэньваеце? Ну, я бы это назвала выстраивание рамки отношений. То есть, наконец, рамка установлена, потому что, если вы помните, да, когда Трамп буквально начал говорить о Европе, об отношениях с Европейским Союзом, что такое Европейский Союз, очень была негативная картина, и ожидания были вообще апокалиптичные. А вот сейчас все-таки благодаря европейской дипломатии, американской дипломатии, все-таки интересы взаимные, очень большие, экономические, и не только, и военные интересы. Все-таки удалось образумить или вразумить, я не знаю, как лучше сказать. Вот, после многочисленных поездок из Европы, да, видных там первых лиц, да, государства, там Мерц, у него был удачный визит, там, Рютте, там, как-то они смогли найти подход к Трампу, при этом, конечно, очевидно, нарушая уже долго устоявшийся там протокол, об этом много сейчас пишут, вот, но тем не менее какая-то рамка наконец-то есть. И вот эта рамка, она сейчас даст возможность развиваться отношениям между Европейским Союзом и США более стабильно и не позволит, как это сказать, увеличивать дистанцию между Европейским Союзом и США с тем, чтобы кто-то воспользовался этим. Да? То есть попытки воспользоваться этим предпринимались, в том числе, например, Китаем. Вот, теперь уже я так понимаю, что этого не произойдет. Возможно, как раз именно этот аргумент тоже сыграл большое значение.
Американцы, в частности, администрация Дональда Трампа, видели усилия китайской дипломатии, как воспользоваться ситуацией с пользой для себя. Вот, поэтому, ну, вот какой-то баланс устанавливается в отношениях между Европой и США. Это само по себе, учитывая ситуацию, какая была несколько месяцев тому назад, это само по себе неплохо. Вот неплохо просто. Ці варта чакаць, што зараз больш все ж таки будзе падтрымка ўкраіне, ці як вот я чытаў сёння паведамленне ва ўкраінскіх каналах, нібыта прыйшло такое паведамленне банкавай з боку Брусселя, што фінансавая падтрымка будзе, ну калі не спыняцца, то скарачацца. Сложно сказать, я этого поведомления не получала, я не знаю. Но да, оно и есть таким логическим как бы результатом всего того, что происходило последние полгода. И в том числе, кстати говоря, вот угроза восточным рубежам НАТО неизбежно привело бы к сокращению помощи Украине, либо к ее, так скажем, такой более компактной, да, помощи. Потому что сейчас встает вопрос о том, что если беспилотник пересекает границу с НАТО, страна-член НАТО, то как НАТО должно реагировать в этой ситуации? Оно должно реагировать, это прямое нападение. И мы все прекрасно понимаем, что, скорее всего, ПВА в странах Балтии не на таком высоком уровне, и иначе бы полетело бы в сторону Польши. Щупают же, но на самом деле это же прощупывание. И в этой связи, конечно, там у Берлина встает вопрос, куда средства направлять в первую очередь. Не в смысле Украине не давать, а куда в первую очередь. Конечно, в первую очередь. Литву и Латвию. В Литву в первую очередь, потому что Литва сейчас у всех на устах буквально. Вот. И то, что здесь размещены немецкие военные, 5000 человек, должны довести еще до 5000, еще 5000 нет. Я напомню, что доведение произойдет, по-моему, там к 27 году. Это все тоже не так, как это сказать, не все так радужно, как описывается там. Пишут 5000 немецких военных, еще нет 5000. Вот, и как бы это все порождает вот это вот как бы представление о том, что в первую очередь, конечно, надо себя защитить, но потом, конечно, помочь Украине. А значит, соответственно, вот этот буквально фокус внимания начинает постепенно смещаться. Поэтому не знаю, какое поведомление получила банковая, но это логично. Это логично. У сваю чаргу Путін атрымаў паведамленне ад Трампа, што 50 дзён у яго няма. Тут вышел, конечно, боевой медвежонок Дмитрий Медведев, который сказал: ты что, Трамп, как сонный Джо, хочешь войны? Так вось, что тут уже про пытанне перамоваў, у чым вы ўсё ж таки спецыяліст у нас. Скажите, ці варта разлічваць, что гэтыя скарачэнне тэрмінаў, гэтыя заявы Трампа, яны падштурхнуць да нейкага рэальна спынення агню і рэальных перамоваў по завершэнні войны? Ну пусть вначале администрация Трампа докажет, что она не на словах, а на деле. Вот эта вот смена с переговорной стратегии с партнерской на конкурентную, с конкурентной на ультимативную, она должна произойти не на словах, а на деле. Пока все слова. Слова о том, какой жесткий пакет санкций готовится в Конгрессе, слова о том, что вот 50 дней еще там, сколько там, с 50 дней сократили до стольких-то дней, но эти дни не прекращаются. Ничто не доказывает, что эта угроза является реальной. Надо доказать, что эта угроза является реальной. Тогда будет реакция. Если администрация Дональда Трампа будет придерживаться своих обещаний в этом смысле, сколько там дней отвел? 10, 14? Я запуталась. Сколько дней? Последний раз сколько дней было сказано Дональдом Трампом про сокращение?
Вот, ну так вот когда они реально начнут действовать, тогда мы посмотрим, какая будет реакция. До того момента возможности ведения переговоров не увеличиваются. Потому что ничто пока не доказывает Путину о том, что Трамп действительно всерьез собирается вводить санкции. Ничто не доказывает. Спадарня Роза, тут нас нечакана вяртаюць да тэмы дронаў і ў Мінску, і ў Літве, і увогуле у Беларусі. Вось толькі што Белпол выпусціў сваё расследаванне новае, у якім заяўляе пра тое, што і мае для гэтага доказы. Ёсць адпаведнае відэо. Я папрашу нашага СММшчыка, каб ён далучыў гэта да нашага апісання ў стрыме. Але яны пішуць, што ва Фрунзенском раёне Мінска тайна будуецца прадпрыемства па серыйнай вытворчасці ударных БПЛА. Фармальна частная кампанія, по факту проект подконтрольны Лукашенко. За заводом стаяць структуры, звязаныя з Шейманам і кашелькамі рэжыма. Прадпрыемства ўжо працуе і стваралася с адной мэтай — абысці санкцыі і вырабляць зброю для нужд арміі России. Вот я нават не ведаю, як тут вот гэтую ўсё пракаментаваць у нашай з вами размове. Ничего не понимаю, не знаю, но как бы мне было бы странным, если бы Фрунзенский район — это там как раз где Матусевич. Точно, докладно веду. Вот, но где конкретно во Фрунзенском районе? Фрунзенский район огромный. Вот где конкретно там. И я не думаю, чтобы испытания проводились бы прямо на минчанах ночью. То есть представить себе, что хорошо завод выпускает, и тот же пускает, да. Вот. Наверное, да, есть такое, я имею в виду производство. В этом нет ничего удивительного. Насколько я понимаю, производство БПЛА — это не такое сложное производство. Вот. Ну, требует, конечно, там чего-то. Пусть специалисты расскажут про это. А вот как связано падение БПЛА с этой новостью или с этими как бы расследованием, с результатами этого расследования, я пока не вижу связи. Тут надо доказывать. Нужны более серьезные доказательства. Фрунзенский район большой, Матусевича улица длинная, но не настолько. Вот, поэтому тут уже нужны факты какие-то. Если он вылетел и упал, то есть во время испытаний, что ли? Ну, страцілі это самае, згубілі его, страцілі ўправленне. Але што адметна, вот прыходзіць інфармацыя, прычым там как бы, я так разумею, спасылка на вясну про тое, што АМАП затрымлівае людзей на месцы падзення беспілотніка ў двары Матусевича 72. Ой, точно. Ну, что они снимали, да. Ну, можа быть, снимали, присутничали, удельничали, но то есть... Свидетели, наверное, они, может быть, снимали и в сеть куда-то сливали. Ну, это известная, да, там история. Как это может происходить? Ну да, цікава, што б не здарылася, давайте хапаць усіх, хто быў побач, да, сваіх і громадян. Да, то есть рэпрэсіі працягваюцца, ну і ўсё астатняе. Да. ГУЛАГ працует далей. Вось з нагоды ўсё ж таки паветранай прасторы просяць вас з пункту гледжання вось як палітычнага, паліталагічнага выказаць ваше меркаванне з нагоды удалай атакі кіберпартызанаў на Аэрофлот. Вот як гэта і все это таксама напярэдадні сустрэчы Путина з Лукашенком. Вот якія идентифицировались со всех сторон. Ну вот як гэта адбіваецца на все палітычныя працэсы, на працэсах ці не адбіваецца, якія зараз праходзяць? Ну, нет, атака на Аэрофлот будет как бы сказываться, но эта атака удачная, успешная, она показывает уязвимость российских IT-инфраструктуры, там прямо так и описывают киберпартизаны, IT-инфраструктуры, вот, что это в целом как бы показывает слабость российских IT-специалистов, IT-инфраструктуры, ее уязвимость.
Вот, и, да, это такой как бы показатель. Я думаю, что там вообще в Кремле на самом деле по этому поводу должна быть истерика, потому что Аэрофлот — это как-то там российское наше все называется. Вот, и в этой связи, конечно, я думаю, что это может, как это, быть предметом разговора личной встречи. Ну, Лукашенко, конечно, поплачется и скажет: вот видите, с какими террористами, экстремистами мне приходится иметь дело. Вот. Но здесь я должна предупредить, что просить помощи у русских для борьбы с киберпартизанами, оно может обернуться зависимостью от русских, которые потом еще и этим воспользуются. Вот. Чем, собственно говоря, к сожалению, и занимаются русские, начиная с 2022 года. Тесная координация действий МИДа, спецслужб, Министерства обороны, Министерства внутренних дел приводит к тому, что белорусские все силовые структуры становятся более прозрачными для российских и в некоторых вопросах находятся в подчинении. Понятно, что как бы, масштаб возможностей российских силовых структур и белорусских. И просто как бы там чисто даже физически получается так. И если вы делаете свою работу прозрачной для силовых структур другого государства, пускай даже союзного, но другого государства, вопрос к вам: вы себя действительно государством считаете или уже все? Тогда и зачем вы нужны? Понимаете, у граждан может родиться закономерный вопрос. Если вы не можете защитить, для чего вы существуете? Для чего вы существуете? Вы сдаете суверенитет. Для чего вы существуете? Поэтому можно, конечно, плакаться на киберпартизан, но вы же должны понимать, что речь идет если вы будете обращаться за помощью к российским силовым структурам, они к вам как придут, так и не уйдут. Я думаю, что это происходит уже, это очевидно. Многие об этом пишут, говорят. Там, где происходит кураторство России, они оттуда не уйдут. Вы их оттуда ничем уже не вытравите. Ну, что вы скажете? До свидания, спасибо за помощь. И на дверь покажете. Ну, и морду получите. Ну да. Русский ж так действует. Так, спадарня Роза, на завяршэнне наши гледачы вяртаюць да нашага з вами мінулага эфира, дакладней да заключнай эмацыйнай яго часткі. Шалёны вожык пытаецца. Пытанне да спадарыні Розы: як яна мяркуе, Ціханаўскі пачуў яе папярэджанне? Калі так, чаго чакаць далей? Не знаю. Не знаю, я не контактирую. Навряд ли меня слушают регулярно. Я даже не рассчитываю, но, может быть, это там... Ну, офис Светланы Тихановской, я думаю, что те, кто работают в офисе, те слушают. И, возможно, там делают для себя какие-то выводы или принимают какие-то рекомендации. Вот, на что я, конечно, надеюсь. Но я же не единственная аналитик и эксперт, который выступает по этому вопросу. Но и Сергей Тихановский, его заявления являются предметом обсуждения уже на протяжении скольких? 3 недель, да, может быть, больше. По-моему, уже высказались все. Кого конкретно послушается Сергей Тихановский, я не знаю. Надеюсь, что мои рекомендации и выводы были полезны для них. Ну, будем спадзявацца, сапраўды. Вот мы казалі, што акурат такі ў гэтыя дні спадарыні Розы не была у Вільні, а вот у Вільні зноўку такі Ціхановскія удзельнічалі у штотыднёвай украінскай акцыі падтрымкі Украіны, выступалі, выказваліся. Ну, здаецца, вот нічога такога, што падхапілі бы ізноўку на крытыку і на мемы, гэтым разам сказана не было. То, можа, прыслухаліся? Ну да, я надеюсь на то, что все-таки, как это сказать, вот эти и рамки, и чувствительные темы, и принципиальные вопросы наконец-то были проработаны. Насколько я знаю, я вот поверхностно читала в дороге, извините, что Сергей говорил о том, что Крым
это территория Украины, Вильня – это, естественно, это столица Литвы. И в этом смысле никакие территориальные вопросы там и прочее, прочее. Но это к вопросу о его предыдущем заявлении, которое было превратно истолковано. К сожалению, оно было превратно истолковано, подхвачено, да, буквально такими... Есть разные тут в Литве политические силы, элементы. Литва – страна демократическая. Вот, есть разные партии, группы и депутаты. Вот, и они, конечно, в силу своих полномочий могут и не только высказываться, но и быть инициаторами, например. Да? Я имею в виду депутата Сейма Синицу. Вот, поэтому, конечно, надо быть в этой связи вот очень как бы взвешенным, аккуратным и осторожным, и не допускать заявлений, которые могут быть двусмысленно истолкованы. А вот это заявление было двусмысленно истолковано, и оно, конечно, навредило имиджу белорусских демократических сил. Вы же знаете, что против офиса Светланы Тихановской тоже вот, была попытка начать кампанию. Дякую великие Министерству замежных справ Литвы, якое ну, вельмі так чётка прынцыпова акрэсліла пазіцыю адносна офіса. Я спадзяюся, что на этом инцидент исчерпан. Я спадзяюся. Ну так, ну у любым выпадку у позу пакрыўджаных, як я разумею, ні Сергей, ні офіс не сталі, ведаючы, што спадарыню Розу запрасілі да ўдзелу у канферэнцыі Новай Беларусі, так? Не думаю, что это связано. Думаю, что они не это имели в виду, просто пригласили с тем, чтобы спросили моего разрешения на участие в дебатах. Вот. Ну и вы знаете, что мой оппонент человек известный, и мне будет интересно с ним подебатировать. Ну не будем пакуль тады открывать усе нюансы і захаваем інтрыгу. Сапраўды дэбаты абяцаюць быць цікавыя. Я-то веду, хто будзе дэбатантам у спадарыні Розы, но але прыходзьце, рэгістрацыя адкрытая для ўсіх жадаючых. 9-10 жніўня канферэнцыя Новай Беларусі, прысвечаная 5-й гадавіне падзеяў 2020 года, пройдзе у Варшаве. Ну а я на сёння развітваюся са спадарыняй Розай. Нагадываю, хаця б на завяршэнне нашага эфира, то так взяліся за абмеркаванне тэмаў, што не нагадаў пра неабходнасць подписываться на телеграм-канал Розы Турарбекавай. Ну и не забывайте подписываться на YouTube-канал Еврорадио и наш новый YouTube-канал Навокал. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну и есть функция падтрымаць, калі есть такая магчымасць, падтрымайце. Ну і дарэчы, у нас у апісанні яшчэ ёсць спасылачка, по якой можна зайсці. Гэта быў раней тэрміновы збор для беларускіх ваяроў. Збор закрылі, всю неабходную суму сабралі, але по гэтай спасылцы можна заданаціць на набыццё дронаў для беларускіх ваяроў ва ўкраіне. Дроны, как говорится, зараз паўсюль і наша ўсё. Дзякуй вялікі, спадарыня Роза, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.